Мұны әзіз телесерчілер бөлі хаберлерден соң біздің программамыз девам ете. Әлбетте ярымадамызда күнден күнге яғни саниялардан бөлі ажайып хаберлер пейда ола. Мен бірлесем, епімізге мен сізге өзімден тек яңы ве хайырлы хаберлеріні тілейім. Тек өзімден дегіл жанасында бұтын саба программасының тақымдан, асылында бұтын милет тақымындан бұл сізге тек яқшы хаберлеріні, хайырлы хаберлеріні тілейік. Әлбетте ки күнлеріңіз айдын олсын, хаберлеріңіз де айдын олсын, ве әлбетте ки хаберлеріңіз лезетлі олсын. Біз ісе өз хаберлерімізні içmеге девам етейік, ве мұсафырлерімізні де қабыл етмеге девам етейік, ве біздің студиямызда енді мерақлы мұсафырлер болынмақта. Яни Владимир Скопцев ве Константин Свиридов. Олар мерақлы бір яшлар фестивалінің президентлері болын олалар. Ве шымды бұл мерақлы асылында фестивалер ақында бізге тариф етежеклер. Бұйырыңыз достар. Селям алейкум, здравствуйте. Алейкум ассалям. Селям алейкум. Селям алейкум, доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Уже как по нам видно, видите? по нам прекрасное настроение. Такие замечательные девушки, наши две ханом замечательные. Хочу вам, знаете, что вам сказать? Хочу, чтобы сбылись все мечты. И счастье обожгло из-за пригорка. Ваш мир был эталоном красоты, и думал чашей достатка с горкой. Любовь и страсть до немоты. И лишь на свадьбах вы кричали горько. Спасибо. Спасибо большое. И наш традиционный вопрос, мы не можем вам его не задать. Как начинается ваше утро? Если позволите, начнем с вас. В 6 утра я становлюсь на... У меня дом на Четвердаге, над мраморным селом. Я становлюсь на плиту и заземляю себя вот такой струей аянской воды. Вот начинается мое утро. Молитвой. Утро начинаю простой молитвой, что делает целебной мою воду. Вот и все. Очень хорошо. А вы, Владимир Бей, как вы начинаете свое утро? До войны я начинал утро так же, как Константин, только в Донецке. Сейчас у нас немножко другая ситуация. И, тем не менее, мы верим в то, что скоро будет мир, все войны кончаются. И, естественно, если я обращаюсь к восходящему солнцу, то все мои помыслы о том, чтобы скорее наступил мир, и был он таким прекрасным, как сейчас в Крыму. Теплым, солнечным, светлым, добрым. Обязательно будет. И я думаю, пора уже перейти к основной теме нашей беседы. Расскажите нам, пожалуйста, о тех двух фестивалях, президентами которых вы являетесь. Если позволите, Владимир Бей, начнем с вас. Чему посвящен фестиваль? Конкурсанты, ожидания, где он проводится? Буквально все нам интересно. Фестиваль называется «Большой Донбасс». У нас проект «Большой Донбасс», вершиной которого, годичный проект, вершиной которого является фестиваль. Значит, называется фестиваль музыки и поэзии, то есть рамки жанров расширены максимально от стихов и бардовской песни до рок-н-ролла и просто хорошей музыки. Также народное творчество. У нас очень много национальностей, в том числе и татары, и крымские татары живут на Донбассе. Мы мирно сосуществуем. И выходят танцевальные коллективы, народные песни. В прошлом году мы делали его под обстрелами, он прошел на центральной площади Донецка. И выступали наши, у нас и греки, и татары живут, и мусульмане, и христиане. Все мирно сосуществуют дружной семьей на основе русского языка и культуры. Это все позволяет сделать традицию. Точно так же, как и у вас в Крыму. Мы близки поэтому. Значит, в этом году на фестиваль приезжают достаточно знаковые фигуры. Александр Эвскляр дает сейчас свое согласие. Манго-Манго обещает приехать. Митьки из таких вот известных авторов. На прошлом фестивале приезжали к нам представители группы Любе, ныне покойный Павел Усанов, он был русский рок в поддержку Донбасса. Это несколько групп таких рок-н-ролльных, которые нас поддерживали. И в этом году тоже намечается такой же праздник, наверное, посильнее, чем предыдущим, потому что ситуация стала чуть увереннее, скажем так. Вот. И туда входят
все творческие люди, все творческие силы, которые созидательные силы, которые укрепляют свою родину, отечество и интерес вот именно не разрушительный, не какой-то там со смешочками нехорошими, что сейчас, в принципе, в России иногда происходит. Вот у нас тоже есть такие люди. Мы с этими людьми не дружим. Вот, нас интересуют добрые, светлые, созидательные люди. Вот такой фестиваль. И через культуру гораздо легче сказать то, что не могут сказать прямыми словами политики. А через язык танца, песни это можно сделать и нужно делать. И мы это делаем. То есть вы говорите, что и крымских татар также на Донбассе много, да? Крымско-татарская культура, как она развивается? Есть ли ансамбли, возможно, народной песни, танца? И участвуют ли, и показываются ли на вашем фестивале культура, представляется ли культура крымских татар? Ну, мой друг Игорь Равильевич Вергазов, вот, мы с ним дружим, и вот вам дружба, да? И для меня просто я периодически вспоминаю, что ах да, он крымский татарин, и он, наверное, вспоминает, ах да, у меня там славянские корни. То есть у нас вообще нет разделения по народу. У нас мечеть, у нас остались мусульмане, которые правильно молятся. Вот я в христианской традиции, да? Но вот у нас мусульмане, которых мы очень уважаем, они не выехали из Донецка. Они не предали той земли, на которой они живут. Это тоже очень важно. Конечно же, и танцевальные коллективы, и все, что связано с культурой всех народов, это поддерживается. И Донецкой Народной Республикой это поддерживается, как должно поддерживаться. У нас право существования всем. Вплоть до того, что мы не пачкаем памятников Шевченко. Он у нас стоит, и люди на украинском языке разговаривают, и преподают в вузах на украинском языке. И вообще нужно дать свободу языкам. Чтобы каждый народ говорил на своем языке, сохранял свою культуру, и он таким образом будет развивать и другие культуры, правильно? И вот такие у нас отношения с крымскими татарами. Замечательные люди. У нас отдельный поселок Октябрьский, это так называемый татарский поселок. Сейчас ему достается, его жутко обстреливают. Там светлые, святые люди. Я там недавно был с Вадимом Степанцовым, это Бахет Компот. Мы снимали клип. Песня легкомысленная, мне было неловко. Люди под обстрелами, может, отнесутся негативно к тому, что мы пришли туда на другой волне. Нет. Они обрадовались, узнали, попросили попеть. Мы им дали концерт прямо там во дворе. И приезжайте еще, и прочее, и прочее. Я уже Степанцову говорю на обратном пути. Вадим, там святые люди живут. Война всех очистила, и все стали души светлые. Хотя достается, конечно, очень сильно. Ну ничего, мы это переживем. Будет мир. Будет мир. Константин Можно да, конечно. Стишок. Победители моего фестиваля «Климент Фест» это Рифат Усманов, это Элиме Мустафаева. Насколько я понимаю, что они хотели бы поехать к нему на фестиваль. Так что может и такой десант быть. Константин везет делегацию крымских бардов, музыкантов на наш фестиваль. Уже будет организованная поездка. Конечно же, мы приглашаем и татар крымских. Обязательно приезжайте. Как только будет возможность, мы обязательно вам дадим возможность выступить на сцене. Это святое. Константин везет делегацию. Она усилит наш фестиваль. Он светлый, праздничный. Мы что хотим говорить? Мы не поем жестких песен особенно. Хотя, конечно, и такое есть. Но мы хотим показать миру, что мы не сдаемся, мы не теряем духа, мы верим в любовь, мы верим в то, что мир победит. Ну, а как иначе? Вот такой у нас фестиваль. Отлично. Крымфест. Крымфест, да. Да, теперь поговорим о нем. Вы говорили о том, что победителями фестиваля являются и наши соотечественники, да? Соотечественники, татары, замечательные ребята. Я хочу сказать, что, допустим, Османов, это он барабанщик, он когда берет барабан, у меня, допустим, за 4 дня фестиваля 5 концертов получается. И вот 2 концерта, открытие и закрытие на Ракушке, это главная сцена Севастополя. Он когда берет барабан, со всех мест, там 500, 700, 800 метров люди стекаются прямо потоками людей. Я его стараюсь поставить как лауреата, как победителя. Первого он начинает концерт, он закрывает концерт. Вот. А что касается, вот, допустим, Алиме Мустафаева из Бахчисарая, это изумительная певица, это человек вообще уникальный. Мы с ней выступали, давали. Дело в том, что фестиваль продолжает жить целый год. В прошлое воскресенье я дал
46-ю концерт-лекцию, такая форма есть. Да. И вот все победители нашего фестиваля участвуют в этих концерт-лекциях. И вот на Зимней Ялте была такая концерт-лекция. Алиме Мустафаева поет, и тут обрывается свет, озвучка, и она поет акапелла в полной темноте. Понимаете, это такая сила жизни. Ну вот вы взяли гитару, да? Да, я вам спою песню, песня о любви. Я привез книгу вам в студию, подарок. Эта книга написана, это летопись войны в стихах. Вот. Мы возрождаем гражданскую поэзию, хотя я ее не буду сейчас показывать, потому что она не для утра. Вот. Сборник наших стихов получил национальную премию в России «Книга года» в 2015 году. Мы выступали в Государственной Думе Российской Федерации с премьерой, с презентацией этого сборника. Я член Союза писателей Донецкой Народной Республики. Я вам успел вкратце рассказать, что делает член правления Союза писателей. Он так скромный всегда. Мимо двух влюбленных тел звезд полоскою ангел по небу летел с папироскою. Был во сне или наяву поцелуй в уста, тихо падали в траву звезды августа. А на утро журавли в небо просини плыли словно корабли, делако сини, как судьбе не прикословь, все начав с листа запоздалая любовь. Птица августа и под шербургский мотив, под смычок сверчка. Тот, кто любит, тот и жив, живы мы. Пока, чтоб когда укроет нас пустота, густо пахли яблоками в спас звезды августа. Спасибо. Очень приятно, на самом деле, можно сказать, новый для нас жанр. Впервые в нашей студии, на нашем телеканале поется такой жанр, но у нас есть к вам другой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о сотрудничестве вашего фестиваля с крымскими татарами, да? Искусство, как мы знаем, да, вот оно настолько обширное, что посредством искусства, посредством культуры можно узнать культуру другого народа, историю, душу другого народа. Вот вы говорите, что в вашем фестивале, да, есть победители крымские татары, которых вы планируете отвезти на фестиваль. Они сами хотят тоже создать условия. Да, мы планируете сейчас говорили создать условия с нашим министром культуры Севастополя, Солянина такая Галина Ивановна, а она сказала, а я дружу с Ариной Вадимовной Новосельской, может, сделаем так, чтобы был хороший автобус «Мерседес», всех пригласили Отлично. и так далее. Телевидение посадили там на переднее сиденье. Вообще, соглашайтесь. Да, вот, вообще не против. Но, да. Извините, вопрос в другом. Вот вы говорите о том, что вот Алиме Ханум, да, и Рифат Бей Усманов, да? Вот соприкосновение культур. Не пробовали вы петь на крымско-татарском? Изучали ли вы крымско-татарский язык? И знаете ли какие-либо песни, возможно, народные, возможно, бардовые, крымско-татарские? Я не исполнитель, и я вообще чужих бардовских песен не пою. Это все мои стихи. И как Он я их... ленивый, учить не любит. Ага. Поэтому у меня попробуйте, у меня это нет поднимет музыкального рейтинги. образования, поэтому я просто не хочу портить чужие песни и позволяю портить свои собственные сам себе. Вы абсолютно правы. Музыка выше слов. А вот если как молитва без слов, она человека поднимает, во-первых, к Всевышнему и позволяет услышать друг друга. Чтобы не было, это часть моей жизненной позиции, чтобы не было негативного отношения между разными конфессиями.
между разными народами. Ведь мы все люди, мы все его дети. И через искусство, культуру, песню можно, не понимая слов, но почувствовать, о чем идет речь. И тогда мы становимся близки, мы становимся друзьями. Мы никогда не схватимся за ножи. Мы будем пить чай, кофе, мы будем радоваться жизни. Вот это моя позиция. И, соответственно, поскольку я президент фестиваля, то своим волевым решением я эту позицию ставлю во главу в идеологию. Вот такой наш фестиваль. Знаете, у нас в крымско-татарском народе тоже есть прекрасный музыкант. У нас вообще народ очень богат талантливыми людьми. И когда мы говорим слово «гитара», когда мы говорим «песня», первый человек, который приходит нам в голову, первый человек, которого мы вспоминаем, это Энвер Бей Измайлов. Он известен уже далеко за пределами Крыма, Украины, России и СНГ. И вот на самом деле, я думаю, вам бы тоже можно было с ним встретиться, и это была бы как было такая... бы замечательно. Да, это было бы тоже вот проникновение культур. Да. Вы бы что-то узнали о наших конечно. Бардовских песнях. Он бы еще раз ознакомился с вашими. Вот. Я думаю, был бы прекрасный опыт, и я желаю вам встречи с ним. Это на самом деле очень талантливый человек, да. И да, на самом деле, я думаю, вы не пожалеете этой встречи. Мы за двумя руками, да. Но на сегодня, Дилия Ханум, нам предстоит встреча с моим огромным другом Сейтабла Меметов, заслуженный артист. Сейтабла Бей. Так как он поет Олесю, на песню, которую написали для Сибров, понимаете, на белорусском языке, это фантастика. И вот я был свидетелем, я почему говорю, у нас сегодня предстоит с ним встреча, мы договорились, он сейчас, у него достаточно напряженный график у Сейтаблы. Настолько он проникновенно поет. На прошлой неделе приезжал автор этой песни, Иванов такой Олег. И они пели дуэтом эту песню с автором песни. Представляете? Это была фантастика. Вот это что касается... Я дружу с этим человеком много-много лет. Вот, и хочу, чтобы Володя тоже знал, это светлейший человек, понимаете? А если бы вы понимали крымско-татарский язык в совершенстве и понимали, насколько он поет о крымских татарах и о нашей родине, вы бы еще раз поняли, насколько он талантливый человек и насколько у него вот на самом деле дар от Аллаха. Спасибо вам большое за то, что вы посетили нашу студию. К сожалению, время у нас ограничено. И вот буквально в пару предложениях, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Вот, пожалуй, начнем с вас, Константин Бей. Я хочу вам подарки сделать вот такие. Ого, это давайте, сборник мы любим стихов, подарки. Пожалуйста. «Мой Крым» называется. Это сборник литературного объединения нашего. Я соавтор этого сборника. И вам хочу сказать... Спасибо большое. Ну, если вы обратили внимание, вот, вот эти вот... в 10 раз уменьшенные копии, которые я изготавливаю их из горного дуба. Они будут стоять, 50 вот таких вот скамей, на бульваре Высоцкого в Севастополе. Вот это у нас сложностей очень много есть. Я белой завистью симферопольцам завидую, что у вас есть. И мы вот 3 концерта Володя давал в понедельник, это 2 дня назад, у вас у памятника Высоцкого, и в библиотеке, и в Хейдельберг-центре, и у Грачева в Таласе. Вот это я изготовил для нашего губернатора, нашего, значит, Меняйла. Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками, становясь капитаном, храните матроса в себе. Бульвар Высоцкого. Вот у него будет на столе, может быть, нам легче будет это дело уже пробить. Дорогие друзья, живите долго и с удовольствием. Вы лучше всех. А вы, девчонки, вообще с вами общение – это одно удовольствие. Спасибо, что вы есть. Спасибо и вам. Спасибо и вам. Владимир Бей, ваша очередь. Присоединяюсь к пожеланиям Константина. Я считаю, что любовь к родине стоит вот на самом высоком уровне. Это можно сравнить с любовью к Богу, с любовью к матери. И мне очень нравится, как вы любите свою родину.
я перед этим вашим чувством преклоняюсь, потому что несколько размытое отношение к своей земле у нас было до войны, а теперь я понял, что без Родины я никто. Я гордился своей независимостью, но это когда было мирное время. А теперь я переосмыслил все. И, глядя на крымчан, я восторгаюсь и преклоняюсь перед вашим патриотизмом. Это святое чувство, его нужно воспитывать в сердцах своих детей. И тогда у нас будет мир. И тогда у нас будет счастье, как сейчас оно в Крыму. Спасибо большое, чох сағылыңыз. Приходите еще, организовывайте такие прекрасные фестивали, дарите людям радость, учите крымско-татарский язык, пойте наши песни также. И спасибо вам огромное. На первых сиденьях нашего микроавтобуса ждем вас. Поездки на Донбасс. Обязательно. 23-25 сентября у него апогея его фестиваля. Замечательно. Ждем, приглашаем. Замечательный вот такой парень у нас, Владимир Скопцов. Его Юна Морис называет Орфеем Донбасса. А мы за глаза, он еще не всегда знает это дело, Высоцким Новороссии. Вот это я вот такое дело. Спасибо большое. Спасибо и вам. İşte dostlar, asırlar devamında bizim güzel yarımadamız çeşit insanların dikkatlerini celpeteydi. Kimler acaba tek bizim vatanımızda gelip bu güzel mekanın, bu güzel cennet koşesinin ilhamlanmadı. Ve elbette ki böyle insanlardan birisi şimdi bizim stüdyamızda bulungan ediler. Bizim halkımız hakkında çok güzel şeylerini aytgan ediler. Ama biz bilemiz ki dostlar, bizim güzel ana vatanımız Kırım Tatarlarının doğmuş mekanı aslında tek gülecek, tek inkişaf edecek. Ve biz Kırım Tatar halkı olarak Тамыр халқы olarak bunun için her şeyini yapacağız. Doğru mu Gülcan? Elbette. Men belesem aziz teleseyirciler, herkesini bizge celp etken insanların fikirlerine göre bizim vatanperver ruhumuz birinci yerde tura. Men belesem bizim kanımızda bu şey hiç vakit keder etmeyecek, bizni terk etmeyecek, biz inkişaf edeceğimiz ve ana vatanımızı bütün dünyaya tanıtacağımız. Elbette dostlar, tamam öyle olacak. Şimdi ise böyle güzel Kırım Tatarları tarafından, yani bizim muhbirlerimiz tarafından bir meraklı insan hakkında levha. Aslında kefede yaşayan bizim vatandaşlarımız ve kefege gelgen bizim aslında turistlerimiz onu pek yaxşı bilirler. Şimdi ise dostlar, sizni de bu acayip insanın biz tanış etmeye hazırmız. Buyurunuz, bakınız. Sonra elbette biz yayınımızı devam edeceğiz.